Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Председатель Совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков является единственным претендентом на пост президента Российского футбольного союза. Прием заявок кандидатов на участие в выборах главы организации был завершен 13 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РФС. Выборы пройдут 22 февраля. Пост президента Союза стал вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко. С 2008 по 2017 год Дюков являлся президентом «Зенита». За это время клуб трижды выиграл чемпионат России, дважды стал обладателем Кубка России, а также победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Футболисты «Локомотива» полны решимости защитить титул чемпиона России. Об этом сообщил полузащитник московской команды Алексей Миранчук. В текущем сезоне железнодорожники занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 матчей и отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков. Минимальной задачей на вторую половину сезона является попадание в зону Лиги чемпионов, так как нам, безусловно, хочется вернуться в этот турнир и принимать участие в главном клубном европейском соревновании на постоянной основе. Во-вторых, все хотят и настроены защитить чемпионский титул. Уверен, что мы сможем хорошо подготовиться, заложим базу и подойдем ко второй части чемпионата России в прекрасной физической и игровой форме, сказал Миранчук. Стадионы в Аль-Вакре и Аль-Хоре, строящиеся в Катаре к чемпионату мира по футболу 2022 года, будут введены в эксплуатацию в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС. Арены Аль-Вакра и Аль-Бейт, строящиеся к мировому первенству, находятся в завершающей стадии строительства. Кроме того, до конца года планируется завершить подготовку стадионов Катар Фаундейшн в Дохе и Аль-Райан. Всего к мировому первенству будет построено или реконструировано 8 стадионов. Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в 7 городах Катара. Мужская сборная России по гандболу со счетом 22-22 сыграла в ничью с командой Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Германии и Дании. Лучшим игроком матча был признан россиянин Тимур Дибиров, забросивший 8 мячей. Россияне выступают в группе А вместе со сборными Бразилии, Германии, Сербии, Франции и объединенной командой Кореи. Подопечный Эдуарда Кокшарова занимает третье место в группе, набрав 4 очка в 3 матчах. Французы 6 очками возглавляют таблицу. В следующем матче команда России встретится с бразильцами. Баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 75-65. Самым результативным игроком матча стал нападающий «Химок» Джордан Микки, на счету которого 24 очка. Армейцы продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата, выиграв во всех 13 матчах. «Химки» одержали 10 побед в 12 встречах и занимают второе место. В следующем матче ЦСКА 20 января сыграет в гостях с Санкт-Петербургским «Зенитом». «Химки» в тот же день на своей площадке примут белорусский «Цмоки Минск». Сент-Луис одержал победу над Вашингтоном со счетом 4-1 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей голы на свой счет записали Иван Барбашов, Винс Дан, Дэвид Перрон и Владимир Тарасенко. Единственную шайбу столичного клуба забросил Александр Овечкин. Российский форвард Вашингтона продолжает лидировать в гонке снайперов сезона. На его счету 51 очко. Также Овечкин вышел на 14 место по количеству заброшенных шайб в истории НХЛ. В следующем матче 16 января Вашингтон на выезде встретится с Нэшвиллом. Сент-Луис в этот же день сыграет с Айлендерс. Экипаж российской команды КамАЗ-Мастер под управлением Эдуарда Николаева закончил 7-й этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков на 3-м месте. Победу на этапе одержал голландец Жерар де Рой на Ивеко, преодолевший спецучасток протяженностью 323 километра за 4 часа 47 минут и 27 секунд. Николаев отстал от победителя на 34 минуты и 35 секунд. Вторым стал белорус Сергей Вязович на МАЗе. Дмитрий Сотников из КамАЗ-Мастер финишировал 7-м. Экипаж Николаева продолжает лидировать в общем зачете. Второе место занимает Сотников, в тройку лидеров замыкает Жерар де Рой. Ралли-марафон «Дакар» проходит на территории Перу и завершится 17 января. В Мирном ежегодно выбирают 10 лучших спортсменов. Обычно этот список возглавляют представители сильного пола, борцы, боксеры и легкоатлеты. Однако в 2018 году десятку возглавила хрупкая девушка, которая занимается совсем не женским видом спорта. Подробнее в материале наших коллег. С виду хрупкая Маргарита Калашникова легко может выполнить самые сложные физические упражнения. Девушка подтягивается более 20 раз, а в армрестлинге может дать фору и мужчинам. В прошлом году Маргарита выиграла Кубок Урала. Это дало ей право участвовать в 2019 на чемпионате России.
В 2013 году также была попытка прийти в армрестлинг, но тогда супруг настоял, чтобы я отказалась от этой идеи, так как говорил, что будут болеть руки. В принципе, это тяжело физически заниматься. И как-то я отступила в 2015 году, когда Вячеслав Александрович пригласил, я согласилась, попробовала, мне очень понравилось, и теперь ни шагу назад. Тренер Вячеслав Бузыкин заметил спортсменку 4 года назад и предложил заниматься у него. Уже через 1,5 года тренировок Маргарита стала чемпионкой Якутии. Сразу, только пришла в зал, было видно, что антропометрия, генетика для армрестлинга. Прямо только для него. Я был рад, на самом деле, что появилась такая спортсменка. Сейчас Маргарита с тренером готовится к самому главному в ее жизни старту – чемпионату России. Первенство состоится уже через 1,5 месяца. В конце февраля в Чехове соберутся сильнейшие спортсмены страны. Поборется за звание лучшей и айхальская девушка Маргарита Калашникова. Анна Винокурова, Альбина Шарафетдинова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Это были новости спорта. Всего доброго!